Собирайте денежные средства, потому что борьба нам предстоит, судя по тому, как окопался наш губернатор, долгая и упорная. И мы должны победить. По 3 минуты на выступление со сцены гайд-парка в Сокольниках против реформы местного самоуправления высказались представители более 30 муниципальных образований. Власть лжет. Я конкретно скажу, губернатор лжет. В период избирательной кампании застройка не выше 7 этажей. Сегодня его же брат строит 22 этажа. Это, причем ложь скороспелая, ложь очень быстрая. Еще та не успела, те обещания не успели остыть, как они уже тут же, то есть он изначально, зная, врал, обманывал. И какой может вызывать это доверие? 0. Жители поселка Томилино уверены, при включении их маленькой родины в городской округ поселок застроят многоэтажками, а насущные вопросы будут решаться месяцами. Наши мелкие даже бытовые проблемы, вплоть до того, что на столбе лампочка перегорела или что-то такое, вот есть там мусорные баки, нам будет очень сложно решить, потому что мы сейчас приходим в администрацию, все быстро решается, да, то есть чуть ли не в тот же день. А теперь нам надо будет идти в Люберецкую администрацию. Поправки к закону об административно-территориальном устройстве Мособласти внес губернатор Алексей Воробьев. Мелкие города, села и деревни 29 подмосковных районов к концу года собираются объединить вокруг крупных городов с единым управлением. Нам нужны депутаты. А что такое на 130 тысяч населения Солнечногорского района в перспективе объединения в городские округа? Нам предлагают 23 депутата. Это как? Это значит, наши 130 тысяч населения к депутату могут попасть в год один раз? Цена вопроса – 50 миллиардов рублей. Именно столько остается в руках муниципалитетов от общего областного бюджета в 450 миллиардов. У нас Томилино бюджет профицитный. Вот, в Люберцах бюджет дефицитный, причем очень сильно. То есть вот наша золотая капля Томилино, она просто растворится в бочке с дегтем Люберецкого района. В результате проиграют все. Люберцы не получат никаких там дивидендов, а Томилино потеряет свои, так сказать, деньги. Протест объединил простых жителей и муниципальные власти против власти областной. Кроме минусов мы ни одного плюса не получаем. Сокращение чиновников – это самая открытая ложь и лукавство, потому что, да, он сократится, грубо говоря, на уровне городского поселения, там на уровне района, но оно просто увеличивается в Красногорске. Мы никто не слышали, чтобы они сократили в каком-то министерстве, чтобы они уменьшили количество министров и прочее, чтобы они отказались от своего автопарка очень богатого, от своих вертолетов, хотя бы один вертолет продали. У нас вот есть информация, что, допустим, губернатор летает на вертолете, который стоит более миллиарда рублей. Это импортный вертолет, значит, пересел бы на наш какой-то достойный, наверное, сэкономили бы 500 миллиарда. Бунт Московской области еще в декабре охватил десятки городов. Акции протеста прошли в Талдоме, Селятино, Томилино, Запрудне. На улице люди вышли после того, как в некоторых поселениях общественные слушания по вопросу объединения муниципалитетов провели с нарушениями. Жителям Малаховки слов не дали, понагнали в зал совершенно чужих людей с производств. И выступали только директора и этих производств, а люди, простые люди, после того, как собрание стало закрываться, люди стали возмущаться, дали одному единственному человеку сказать, что вы нарушаете 131 закон и не имеете права так проводить. А после собрания сказали, что нет, все нормально, все за, хотя народ был против. Конституция гарантирует местное самоуправление на 2 уровнях – поселенческом и районном, а также самостоятельное участие в самоуправлении и выборность власти. Это действительно нарушение Конституции и в том числе других людей, которые живут просто в других районах, не Московской области, а Рязанской, и там Тверской области. Они придут к вам, потому что земли вокруг всех миллионников, они все ценные, и они захотят вас хапнуть. Комитет Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению уже назвал объединение муниципалитетов противоречащим закону. Также реформы раскритиковали в Президентском совете по правам человека. Тем временем организаторы митинга в Сокольниках собирают средства на очередное мероприятие, которое должно состояться 29 января. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко, телеканал «Настоящее время».